Друзья, всех приветствую сердечно на этом интересном для всех нас, я думаю, мероприятии, которое посвящено итогам курортного сезона 2022 года и перспективам туристического бизнеса, отрасли, экономики Абхазии на следующий год. Хотели бы провести наш круглый стол в формате диалога, то есть обмена мнениями и как видят ситуацию в этой области наиболее важные люди, которые занимаются этой областью профессионально, и какие здесь перспективы, какие здесь проблемы, как они могут быть решены. Вот такой обмен мнениями, свободный, честный. Я считаю, это будет интересно всем, и нам с вами, и тем, кто нас могут слышать. Абхазия не обделена природными ресурсами, как мы все знаем, и могла бы развиваться по многим направлениям, на самом деле. Это лесная промышленность, гидроэнергетика, рыболовство, виноделие и замечательные воды Абхазии. Наконец, были планы по нефтедобыче. Кроме того, важной статьей дохода и пополнения бюджета было бы использование Абхазии как транзитный хаб в рамках транспортного коридора север-юг. Тем не менее, ни один из этих перспективных направлений, к сожалению, пока не реализован, в силу различных причин, и о них не буду здесь останавливаться. И тем не менее, все же Абхазии удалось развить одну отрасль, которая демонстрирует устойчивый рост, является полностью экспортно ориентированной, то есть направлена на внешнего потребителя. Это, конечно, туристическая отрасль. Особенностью этой традиционной для Абхазии отрасли является то, что в ней задействовано в той или иной степени очень большое число населения Абхазии. То есть не только государственные секторы, сфера большого, среднего бизнеса, но также индивидуальные предприниматели, частники, как мы называем их, и так далее. Учитывая, что спрос на туристические услуги и рекреационные ресурсы Абхазии неизменен и даже имеет тенденцию к значительному росту, Абхазия уже в целый ряд лет входит в топ направления туристических поездок российских граждан. Именно туристическую отрасль можно назвать настоящим и по настоящее время единственным локомотивом экономики Абхазии. Что это означает? Это означает, что эту отрасль надо продолжать развивать, а развивать означает модернизировать, повышать не только количество койко-мест, но и качество услуг, сервисов, инфраструктуры, все, что сопутствует и способствует этой отрасли экономики. Кроме того, это означает, что эта бюджетодобывающая отрасль требует повышенного внимания со стороны руководства страны, именно в силу ее важности для экономики нашей республики. Туристическая индустрия, по данным Министерства экономики, приносит в бюджет около трети налоговых поступлений. Это очень много. Мне бы хотелось именно поговорить об туристической политике государства, эти вопросы затронуть. Говоря о туристической политике государства, хотелось бы начать с того, что рынок международного туризма представляет собой арену жестокой конкуренции между различными странами. Для многих из них туризм – это важная статья национального экспорта. Результаты конкурентной борьбы напрямую зависят от конкретных усилий по формированию той или иной страной туристической политики. Вообще туристическая политика государства – это совокупность государственных мер и мероприятий, определяющих создание условий для развития туристической индустрии вне зависимости, государственное это предприятие или частное, рациональное использование туристических ресурсов, повышение экономической эффективности туризма. Туристическая политика носит все характерные черты общей политики государства. Однако имеются и определенные специфические факторы, под влиянием которых она формируется. Это природные условия, то есть рельеф, климат и так далее, транспортные условия, социально-экономические и правовые условия развития туризма. Вместе с тем следует отметить, что туристическая политика государства не может строиться, исходя исключительно из его внутренних условий. Любая страна, выходящая на международный туристический рынок, вступает в сложную систему конкурентных отношений с другими странами, а также целыми мировыми регионами. От того, насколько правильно, эффективно построена и реализована туристическая политика, зависит роль и место конкретного государства на мировом туристическом рынке. Цели туристической политики связаны с конкретными экономическими и историческими условиями развития страны и степенью зрелости самой туристической индустрии. При этом важнейшей из них является создание и продвижение на рынок национального турпродукта. Реализация этой цели требует осуществления соответствующих маркетинговых мероприятий.
Исторически Республика Абхазия еще в советское время считалась сельскохозяйственной курортно-туристической республикой. В настоящее время в основном наша страна развивает туристическую отрасль. Если в советское время все санаторно-курортные объекты в основном принадлежали государству, к слову, были и профсоюзные, то в настоящее время туристический бизнес является в основном частным. Теперь, когда туристический сезон завершен, можно подвести итоги, сравнивая наши прогнозы с теми результатами, которые мы получили. По итоговым данным Минтуризма Республики Абхазия, за 2021 год Республику Абхазию посетило около 1,5 миллиона туристов. Итоги этого года представит министр туризма Теймураз Владимирович. Исходя из этих данных, нам хотелось бы, подводя итоги этого курортного сезона, хотелось отметить, чтобы он был высоким, выявить проблемы, которые не позволили осуществить в полном объеме наши июльские прогнозы, определить причины и попытаться проанализировать их, сделать соответствующие выводы, а также, наверное, дать некоторые прогнозы и предложения на 2023 туристический сезон. Очевидно, при подведении итогов за этот год, а также при планировании на 2023 мы должны учитывать политическую обстановку вокруг Абхазии, а также складывающуюся ситуацию вокруг Российской Федерации в связи с проведением ограниченной военной операции. Считаю необходимым еще раз повторить мои высказывания относительно развития различных видов туризма. На сегодняшний день в Абхазии можно выделить такие виды туризма, как паломнический туризм. Кстати, у нас более 300 культовых сооружений. Например, у нас есть прекрасный тур по Восточной Абхазии, это храмы и святыни Восточной Абхазии, как пример. Экологический туризм, сельский туризм, лечебный туризм. Кстати, у нас есть 8 термальных лечебных источников в Абхазии, которые в советское время действовали. Сегодня, к сожалению, не все они в рабочем состоянии. Ну, прекрасно знаете, что у нас есть в Гаграх прекрасный объект. Да? Сегодня это уже частная собственность, насколько я знаю. Я думаю, представители будут об этом рассказывать. Также деловой туризм, культурный туризм, пляжный туризм и винные туры. Сложно переоценить значимость туризма для жизнедеятельности нашей республики. Вы знаете, что большое количество наших граждан либо напрямую, либо косвенно зависят от успешности того или иного сезона. И я считаю, что такие круглые столы с таким впечатляющим представительством, безусловно, нужно проводить, и нужно проводить чаще. На самом деле не все наши предположения оказались верны. На это есть объективные, субъективные факторы. Ну, сегодня мы можем, чуть-чуть отрезвев, мы можем сказать, что 2021 год был беспрецедентным. Он несравним. И, естественно, разного рода экономические показатели, разного рода индикативные планы и так далее начали нам предоставлять, исходя из 2021 года. Вот я с многими специалистами общался, они говорят, я бы вообще исключил 2021 год как тот или иной показатель. Почему он был беспрецедентным? Нам сравнивать не до, ну и в ближайшее время нам, мне кажется, будет тяжело. Что касается нашего предположения до сезона о том, что сезон 2022 года будет на уровне 2021 года, эти прогнозы не сбылись по объективным причинам. Прежде всего, это погодные условия в мае и в июне месяце. И к этому нужно нормально относиться. Сегодня до сих пор ведутся подсчеты, до сих пор мы работаем с руководством разных объектов размещения, с бухгалтерами и так далее. Сегодня, чтобы я громогласно назвал количество прибывших к нам в Абхазию, пока, я считаю, это было бы некорректным. Единственное, что могу сказать, что это было больше 1 миллиона человек, но это не было 1,5 миллиона. Вот это я могу сказать с уверенностью. Вообще, та тенденция, которая
значит, действует в нашей, значит, парадигме последние 3 года, она, интересно, заставляет задуматься о многих вещах. Если вы позволите, я немного сухо скажу в цифрах, возможно, это было бы интересно. Для сравнительного анализа берутся 9 месяцев, с 1 января по 1 октября. Вот особо хотел бы отметить Рицинский национальный парк. Для сравнительной характеристики мы убрали 2020 год как показатель, так как он не совсем корректен, учитывая, что мы работали только с 1 августа. Хочу особое внимание обратить. Рицинский национальный парк в 2019 году посетило 364 550 человек. Смотрим следующий показатель 2021 года, и он составляет 651 130 человек. Конечно, отдыхающих было больше, но нельзя не отметить работу руководства Рицинского парка. Это просто так такие увеличения не происходят. Это в сухом остатке, я вам говорю. Вот. Что касается Новоафонской пещеры, 253 тысячи посетило в 2019 году, 394 в 2021 году. То есть достаточно серьезное увеличение, более чем на 40 тысяч. А если мы говорим о 2022 году, то, к сожалению, он меньше, чем 2021 год, но больше по всем показателям, чем 2019. 583 тысячи человек посетило Рицинский национальный парк в 2022 году на 1 октября. На данный день, на сегодняшний день, 619 297, если я не ошибаюсь. 621. Что касается Новоафонской пещеры, в этом году ее посетило за 9 месяцев 363 тысячи. То есть приблизительно на 30 тысяч меньше, чем в прошлом году. ОПК Пицунда в 2019 году посетило 28 тысяч человек, а вот в 2021 посетило 32 тысячи человек, а в этом году только 25 тысяч человек. Я почему эти сухие, может быть, не очень интересные, но показательные цифры говорю. Несмотря на определенного рода эйфорию, особенно в июле и в августе этого года, мы с уверенностью можем сказать, что к нам прибыло людей меньше, чем в 2021 году. И соответствующие экономические показатели, прогнозные показатели и так далее, они меньше. Вот такая вот у нас история. Конечно, нельзя не отметить, что мы с огромными надеждами ждем новогодние праздники. Здесь уже было до меня отмечено то, что военная спецоперация и так далее, безусловно, влияет. Сегодня из всех стран для посещения граждан Российской Федерации Абхазия занимает 1-е место. Также я бы хотел вам озвучить, что за последние 2,5 года особую работу провела налоговая инспекция Республики Абхазия, не без участия Министерства туризма. И это в любом случае повлияло положительным образом, в том числе и на бюджет нашей республики. Что я хочу сказать? Также в сравнительном характере. В 2020 году мест размещения на территории Абхазии было зафиксировано 420. В 2021 году их уже стало 743. А на сегодняшний день это 788 мест размещения. То есть, если мы сравним, к чему мы начинали? Мы начинали с 427 мест размещения, а сейчас у нас 788. Я вас уверяю, что за 2,5 года более 300 мест размещения построено не было.
эти места были выявлены, либо взяты на учет. Вот. И, соответственно, у нас койко-мест было раньше 28 тысяч, сейчас у нас стало 39 тысяч. К чему говорю? К тому, что определенного рода работа в этом направлении велась, и по факту она принесла очень большие результаты, успехи, что позволило нам в том числе бороться с разного рода недугами, и правительство способно было выделять средства и на лечение, и на ковид, потому что все связано так или иначе с жизнью наших граждан. Что касается прогнозов, мне кажется, сегодня сложно говорить, потому что на эту тему не очень любят говорить, и даже, наверное, военная операция, которая сейчас проходит, продолжается на Украине, безусловно, влияет на настроение людей внутри России. Я думаю, после Нового года нам будет понятно, какие мы можем делать прогнозы на 2023 год. Очень интересно будет посмотреть, какая заполняемость у нас будет на наш Новый год. Как известно, Рязанский реликтовый национальный парк, он является особо охраняемой территорией по нашему законодательству. И вот тут за 2,5 года нашей работы и не только динамику роста туристов, мы задались целью о круглогодичном приеме туристов. То, чего, скажем так, не было. Для этого надо создавать инфраструктуры, как водоснабжение. Водоснабжение в зимний период на озере Ридза, я еще раз повторяю, в зимний период не было никогда. А если турист поднялся, значит нужны санузлы или энергоснабжение, и плюс дорога. Согласованно с Кабинетом министров, мы это все 3 фактора решили. Прошлой зимой мы приняли 40 тысяч туристов, приобрели снегоуборочник, наладили водоснабжение в зимний период, наладили водоснабжение. Водопроводные линии все проходили поверху, а мы их пустили под водой, чтобы трубы не замерзали. При этом и водоснабжение, и энергоснабжение так и так было. У нас там автономная своя электростанция, правда, она уже на износ работает, но тем не менее она пока работает, эта станция. Хочу обрадовать вас всех и население прежде всего, что мы в этом году завершили установку мини-ГЭСа на территории Аватхара для обеспечения электроэнергии самого пансионата. Гидро, да. Мини-ГЭС, который достаточно для снабжения электроэнергией пансионата Аватхара. Такая же задача и стоит по Аватхаре. Мы хотим к следующей зиме круглогодично принимать и там тоже людей. Спрос есть, как и местных граждан больше всего, так и туристов. То есть там 2 фактора решены, как водоснабжение и энергоснабжение. Осталось решить вопрос дороги от озера Ридза до Аватхара. Это абсолютно не означает, что у нас нет бульдозеров, просто снег почистить. Это не так. Там лавиноопасные места. Надо о предотвращении этих мест думать, чем мы занимаемся уже 1,5 года. Я думаю, что к следующему сезону подойдем к этому стандарту. Брать сравнение с 21-м не стоит, потому что, как здесь уже говорилось, 21 год он был рекордным, и пещеру посетило 428 тысяч человек. Ну, 20 год мы вообще можем как бы убрать, потому что мы проработали с 1 августа по декабрь. Ну, там совершенно 148 тысяч человек. Ну, за годы, за 3-4 года было сделано немало. Само здание
само здание реконструируется и в данный момент находится в дальнейшей разработке все административное здание, внешний вид. И с тех времен, как его построили, ничего не менялось. И 75-го года, да, 75-го года. Ну, основная у нас проблема, конечно, это железнодорожные пути, которые больше 45 лет вообще не менялись. На сегодняшний день своими силами как-то, что сгнило, шпалы имеется в виду, меняем. Ну, надеемся на помощь руководства страны. 1200 метров. И как бы это сейчас стоит в приоритете, ремонт железной дороги. На территории, в принципе, Пицунды и района Гагрского в целом есть очень много объектов, да, и как бы в летний период они тоже работают, функционируют. Но, конечно, инфраструктура очень важная часть этой темы, потому что люди приезжают, даже в межсезонье они приедут, и хорошо, там они поедут на экскурсии, некоторые купаются на море, там, и какие-то там водолечебницы наши посетят, и дальше что? Нам нужно тоже в этом плане, мне кажется, разрабатывать какие-то новые маршруты, объекты инфраструктуры, которые вот будут принимать этих гостей. Кстати, я хочу отметить, в Гагре работает, функционирует больнолечебница, да, которая тоже принимает туристов. Туризм, конечно, безусловно, является сегодня локомотивом экономики в стране. В нем задействовано значительное количество людей, с этим связаны их доходы государства. И здесь возникает естественный вопрос, насколько этот локомотив с экономической точки зрения является таким же локомотивом для решения экологических проблем. Если посмотреть на ситуацию в целом, то получится такая картина, что, по сути дела, получаемые доходы фактически являются результатом бесплатной эксплуатации природной среды. В первую очередь, значит, обратим внимание на такую проблему. Значит, твердые бытовые отходы, жидкие бытовые отходы. Значит, с учетом того, что, я сейчас не буду конкретизировать, что у нас есть, чего у нас нет, вы все прекрасно знаете, в каком состоянии находится, так сказать, эта проблема. Это означает, что чем дальше мы движемся по этому пути, идет накопление проблем, связанных с накоплением тех же твердых бытовых отходов в стране и, значит, отсутствием должной системы очистки сточных вод. Вот по Рицинскому национальному парку. Конечно, без системы водоснабжения невозможно функционировать такому туристическому объекту. Но при этом, если брать, например, Сочинский национальный парк, отходы все идут у них в, значит, систему очистки в том или ином виде. В национальном парке обязательно должна быть система очистки сточных вод. Это в любом случае национальные парки являются своего рода эталонами того, как человек должен взаимодействовать сбалансированно в устойчивом варианте с природной средой. Это своего рода такие образцы. Значит, это касается всех. Это и Пицунда, и Гагра, и Сухум. По Сухуму у нас, значит, 28 выходов ливневых канализаций, которые по городу фактически давно уже слились с бытовыми отходами. То есть это все в бухту, все вытекает. Главная проблема вот лежит, так сказать, вот в этой плоскости. Что касается, значит, твердых бытовых отходов, ну, она, так сказать, временно решена, но это не является решением на перспективу. И в данной ситуации я бы считал, что, значит, застрельщиком поднятия проблем, этих всех проблем, конечно, в первую очередь должен являться туристический сектор. Он должен буддировать постоянно, создавая необходимый тон в это решение данных проблем. Потом есть еще такой аспект. Любой человек, который побывал в
таких активных туристических странах, где существует уже давно выработавшаяся эстетика, может обратить внимание на особое отношение к пространству. Аттрактивность пространства, то есть привлекательность пространства, является важнейшим элементом привлекательности страны с туристической точки зрения. Если взгляд человека, туриста, упирается в стену, у него не открывается перспектива на море, у него не открываются перспективы на горы, если даже такая простая вещь, как баннеры, которые стоят у нас вдоль трассы, их размер и величина таковы, что они загораживают и не дают возможности сделать нормальный фотоснимок, это всегда создает незримо, подспудно, значит, психологически закрытие. Понятно, что фотошопом можно выправить все, что угодно, но реально на это нужно обязательно обращать внимание, потому что человек едет по стране, и он хотел бы видеть, чтобы это были открытые пространства и перспективы, которые создают ощущение, значит, свободы, интереса и так далее. И в этом плане, конечно, воздействие, значит, туристического сектора на такие вещи, как создание, значит, градостроительных планов, мастер-планов, является ключевым. Теперь еще один важный момент, который, мне кажется, так сказать, очень существенным. У нас общая площадь под особо охраняемыми природными территориями составляет около 26%. Ну, даже чуть больше. Фактически мы выходим на уровень, превышающий даже рекордсмена в мире, каковым является Коста-Рика. Но при этом ключевым моментом в этой ситуации является отсутствие или даже наличие каких-то просто элементарных зачатков в части, касающейся экологического туризма. И это направление, в котором туристический сектор должен в первую очередь выступить в качестве, значит, заказчика, начиная со специализации в университете, потому что ключевой фигурой в экологическом туризме является гид, который специальным образом обучен, и он может провести экологический тур, указывая на растения, с которыми достаточно хорошо в этой ситуации, можно всегда построить маршрут и, значит, показать, где что растет. Куда гораздо хуже с животными. Несмотря на достаточно богатую фауну в Абхазии, сегодня ни одну нормальную птицу или животное показать не удастся. Ни одно животное на расстоянии выстрела человека к себе не подпускает, потому что это настолько все пуганое. Для экологического туризма это абсолютно недопустимая вещь. Поэтому развитие системы ОПТ в первую очередь предполагает развитие режима охраны, который позволяет показать туристу набор животных, который является характерным для данной местности. И это самый мощный фактор тоже привлечения, потому что сегодня в мире уже сформировался достаточно мощный такой пласт туристов, которые не просто хотят полежать там на пляже, отдохнуть. Есть масса таких людей, но есть такой слой, которым интересен этот познавательный элемент. А Абхазия в этом плане совершенно уникальная страна. Она уникальна в том, что, несмотря на ее крошечные размеры, с экологической точки зрения это почти континент. Начиная от... Или остров. Да, это, по сути дела, остров. Все реки в Абхазии начинаются и заканчиваются в Абхазии. При этом, значит, есть феномены, которые имеют планетарный масштаб, каковыми являются глубочайшие карстовые пещеры. То есть развитие направления экологического туризма является той перспективой, на которую уже сегодня срочно надо обращать внимание, потому что здесь уже было подчеркнуто, что туристический сектор у нас находится в жесточайшей конкуренции вокруг прилежащих стран и территорий. Турист – это еще и фактор риска для местного населения. Он может принести любые болезни. Ну, пожалуйста, ковид. Да. Китайские туристы. Да, ковид, как бы так сказать, это пандемия.
А вот, например, такая элементарная вещь, как просто даже малярия. Кажется, в этом году был выявлен такой сам фактор. Вот затопленный подвал с комарами. Появился турист, в крови которого малярийный плазмодий. Достаточно того комплекса комаров, которые обитают у нас в подвалах, чтобы возникла, значит, местная локальная вспышка малярии, которую в Абхазии уже давно забыли, хотя это, значит, наше заболевание. Я не буду касаться всех остальных, там, чтобы сейчас никого не пугать, но значит, этот фактор также является, так сказать, очень серьезным. Поэтому, когда мы говорим о емкости, если взять все эти измерения, то мы, пожалуй, наверное, уже, так сказать, приблизились к потолку. Если мы не будем дальше решать эти задачи, то они дальше будут создавать проблемы для экономики, для экологии, ну и в конечном счете для здоровья местного населения. Мы не очень заинтересованы в большом приеме туристов. Скажу почему. Например, Московский государственный университет имени Ломоносова имеет 2 ботанических сада в разных районах города. И один ботанический сад вообще закрыт для посещения. А один, значит, на съедание, как сказать, они отдали, а один, значит, для образовательных целей. Вот тут, когда Роман Саидович выступал, он подчеркнул уникальность нашей природы. На самом деле это святое место, это божественное место. Мы в 170 раз, значит, наше растительное богатство превышает средний мировой уровень. Вы представляете, на маленьком таком клочке, значит, вот такое разнообразие. 83 вида. Вообще эти растения только в Абхазии произрастают. Теперь почему я насчет ограничения туристов говорю? 53, 60 тысяч – это предельно вообще мы можем принять. Мы больше, конечно, мы очень нуждаемся в финансовых вливаниях. Остро нуждаемся, очень много по уходу во время войны разрушено очень много, это все ваше внимание не буду отвлекать, но тем не менее, значит, то количество, которое нас сегодня посещают, мы это считаем достаточно. Это антропогенная нагрузка на растения. Что они делают? Раньше до войны ботанический сад охранялся сотрудниками МВД, сегодня гражданские лица. Ежедневно дежурят в саду 3 охранника, а площадь 6 гектаров ботанический сад. За каждым не уследишь. В этом году наш институт посетили 37 500 человек, в то время как в прошлом году это было чуть более 40 тысяч. И в этом году они принесли нам в бюджет, подчеркиваю, в бюджет, хотя это называется спецсчетом, но этот спецсчет расписан также на главы, как и основной бюджет. Так вот, они принесли нам около 9 миллионов. В прошлом году эта цифра была 8 миллионов. Может возникнуть вопрос, людей стало меньше, а денег больше. Дело в том, что мы с 1 января 2022 года подняли цену на билет на 50 рублей. Это небольшая сумма, но выхода просто не было. И подумываем о том, чтобы поднять еще немного. Значит, я теперь хочу назвать несколько причин, по которым уже несколько лет идет тенденция к уменьшению числа экскурсантов. Во-первых, 2 года тому назад, на середине, кто был в институте, знает, от улицы Гумской до верха института дорога где-то около километра. Так вот, по этой дороге, особенно современным машинам, проехать невозможно. Они касаются частями кузова и все такое. И вы знаете, сарафанное радио, которое быстро доводит до сведения приезжих, что туда подниматься нельзя. Кроме этого, где-то на середине этой дороги 2 года тому назад был один из ураганов и вырвало с корнем дерево, которое росло с краю дороги. Вместе с этим деревом до четверти полотна дороги вырвало. И у нас уже 2 года новый курортный сезон начинается со звонков ведущих турагентств, которые ставят нас в известность, что
автобусы, в том числе и вот эти мелкие автобусы, ну, типа маршруток, они подниматься к нам не будут. Но я их прекрасно понимаю, потому что там просто опасно. Кроме этого, я хочу еще назвать причину, одну, по которой, в общем-то, вид института, ну, скажем так, очень непрезентабельный для людей, которые поднимаются туда. Хотя мы очень много сделали за эти несколько лет, мы почти удвоили виды обезьян, приобрели живописных очень обезьян, нарядных. Но дело в том, что человек, который поднимается наверх и видя эти здания, все пробитые осколками, и клетки, опять-таки в этом году, вы все помните, был ураган, который свалил на территорию института до 50 старых деревьев. И часть этих деревьев упала на клетки. Технический ремонт этих клеток, во-первых, для нас он неподъемный. Во-вторых, пока мы разрезали, вывезли администрацию города, то есть это очень большие затраты были и большие технические трудности. И я теперь подхожу к самому главному. Раньше, если вы помните, вход экскурсантов был с комплекса пирамиды. Этот вход начинается, ну, недалеко от кафе, которое вот на улице Гумской. Это нарядный комплекс. Мы в хорошие, так относительно хорошие времена, нам удалось покрыть весь комплекс крышей, и там на сегодняшний день нужен только косметический ремонт. Но дело в том, что там не осталось ни клеток, ни вольер, куда мы можем поместить так называемых экскурсионных обезьян. Вот правильно говорил Эдуард Шамильевич о том, что нельзя пускать в ботанический сад людей, также нельзя пускать их и в питомник, потому что к концу дня обезьяна очень устает от общения. Ну, люди разные приходят в питомник от общения с людьми. И к концу сезона они очень уставшие и психически и физически намного хуже выглядят, чем в начале сезона. И поэтому, на наш взгляд, это просто назрела необходимость. Мы можем выделить сегодня около 300 обезьян, именно экскурсионных, которых поместим на нижнюю площадку, вот на то место, где раньше обезьяны находились, именно экскурсионные. И вот это единственный, наверное, выход. Мы 4 года тому назад, нам тогда еще обещали финансирование на этот проект, осметили. Тогда уже получалось около 50 миллионов, сейчас, наверное, больше будет. И еще один. Около 20 километров выше нашего института наверх, это в урочище реки Западная Гумиста, в 70-х годах было высажено 2 стада павианов-гамадрилов, которые находились на воле. Это был большой проект по адаптации, хотя в свое время Борис Аркадьевич Лапин не очень верил в успех этого проекта, но они прижились. Вы помните, какой год был холодный и снежный во время нашей войны? Они и там выжили. Но, к сожалению, после войны часть разбежалась, а в конце войны там проходила линия фронта, они оттуда убежали. Я почему так долго рассказываю? Этот маршрут сегодня довольно оживленный. И, на мой взгляд, сравнительно небольшие деньги нужно для того, чтобы снова обустроить это место, где они будут. Около 10 миллионов. Сюда входит небольшой домик для персонала, это работы небольшие на реке и почистить кормовую площадку, которая во многом сохранилась. Результаты туристического сезона для страны, которая во многом держится именно на доходах, полученных от приезжающих к нам гостей, имеют большое значение. Мы сейчас находимся на этапе, когда необходимо проанализировать, как мы
прожили этот сезон, какие у нас были ошибки, что мы сделали правильно, и сделать выводы на следующий год. И если не вдаваться в подробности, человек, который приезжает в Абхазию, первое, что он видит, наше лицо, это контрольно-пропускной пункт ПСОЛ. Как вам, наверное, уже известно, создана межпарламентская комиссия, в состав которой входят депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия и Государственной Думы Российской Федерации, которые с привлечением профильных специалистов прорабатывают вопрос, а что же на самом деле необходимо сделать с границей, которая проходит по реке между двумя народами, которые долгие столетия являлись братскими и жили в дружбе друг с другом, что и продолжается сегодня, и, уверен, будет продолжаться долгие годы. Также нашими коллегами из Минтранса России по поручению их руководства ведется работа по проектным изысканиям по вопросу реконструкции автомобильного пункта пропуска «Адлер» для повышения пропускной способности, следовательно, как минимум для ускорения процесса перехода абхазо-российской государственной границы. Параллельно с коллегами мы вынашиваем планы по реконструкции нашего контрольно-пропускного пункта. Постоянно находимся с ними в контакте и будем, естественно, по переходу мостов, по инфраструктуре стараться создавать наиболее упрощенный, ускоренный способ перехода границы. Это все необходимо для того, чтобы у граждан Абхазии не создавалось первое впечатление отрицательное, потому что подозреваю, что многие, приехавшие сюда один раз, серьезно задумаются, стоит ли им в июле или в августе под палящей жарой стоять в очереди. И это тоже наше лицо, это впечатление наших гостей от приезда в Абхазию. Такая же история повторяется, когда они едут обратно к себе на родину. Помимо контрольно-пропускного пункта у нас есть также способ приехать в Абхазию на поездах. На текущий момент между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, особенно в летний период, курсируют поезда Москва-Сухум, Санкт-Петербург-Сухум и туристический поезд Туапсе-Гагра. В настоящее время нами с коллегами из Минтранса прорабатывается вопрос увеличения количества пар поездов. Мы просили наших коллег добавить еще в список на следующий год поезд Казань-Сухум. Тоже довольно продолжительный маршрут и длительный, но спрос, как показал опыт, есть. Также мы ведем работу по продлению маршрута туристического поезда до станции Псырцха в городе Новый Афон. На текущий момент люди, которые прибывают в Абхазию на этом поезде, значительное количество пассажиров прибывают именно для того, чтобы приехать в Абхазию утром, посетить какие-то туристические достопримечательности и вечером на том же поезде вернуться домой. Так вот, по нашим прогнозам, в случае продления полигона курсирования до станции Псырцха, во-первых, люди, которые хотят посетить Рицинский национальный парк, они затратят значительно меньше времени на передвижение на автобусах, они смогут в зависимости от маршрута на станции Гудаута выходить или какой-то еще промежуточный. В отношении тех, которые планируют посетить Новоафонский монастырь, так поезд будет подходить напрямую и к Новоафонской пещере, и к монастырю, что создаст дополнительный стимул для заказа билетов именно на этом маршруте. Кстати, что хотелось бы сказать по поводу МАП «Адлер». Изначально, как вы все знаете, пункт пропуска был рассчитан на значительно меньшие нагрузки, чем есть в настоящее время. Для примера, пик прошлого года по количеству пешеходов, которые перешли государственную границу, 59 или 60 тысяч человек в сутки, имеется в виду в оба направления. В текущем году мы поставили новый рекорд – 65 тысяч человек в сутки. Такого не было никогда. Среди хороших перспектив это работа по восстановлению авиасообщения между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Поручения, сроки завершения работ есть. В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы.
По завершении разработки проектно-сметной документации планируем сразу приступить к строительным работам. В текущем году для того, чтобы обеспечить необходимую безопасность для наших гостей, нами совместно с представителями МЧС, с представителями Гагарского района была проведена работа по выявлению организаций, осуществляющих воздушную перевозку. Это и парапланы, и летательные средства размером немного больше, и перевозки на вертолетах. Провели инструктаж, проверили состояние оборудования, наличие у всех участников этой деятельности необходимых сертификатов, необходимых наличие документов, подтверждающих, что они прошли определенные образовательные курсы. Такую же работу провели в отношении всех плавучих средств. То есть каждое лето у нас, в первую очередь Гагра, Сухум, Гудаута, все пляжи в огромном количестве. На каждом пляже в огромном количестве можно наблюдать и скутера, и бананы, на которых катают людей. Все это оборудование также прошло проверку на предмет безопасности. Работа по выявлению новых объектов ведется и до сих пор. И вот это увеличение в течение 2 лет в 2 раза и выдача только за этот год значительного количества лицензий на перевозку пассажиров говорит о том, что у нас значительное количество предпринимателей, которые занимались этой деятельностью, получали от нее доход, хотя многие из них в соответствии с нашим налоговым законодательством могут работать и работают по специальному налоговому режиму, они все равно уклонялись от этого. И данные, которые я мог бы сейчас предоставить, они были бы официальными, но были бы недостоверными. И наиболее достоверные данные будут известны по итогам 2022 года, когда Государственный комитет по статистике завершит работу над своим сборником. Там уже информация будет значительно отличаться от предыдущих лет по вкладу туристической отрасли в общий ВВП, и она будет наиболее достоверной за все прошлые годы. Наше агентство занимается регулированием инвестиционных проектов, которые осуществляют свою деятельность на приоритетных условиях и льготных условиях. Что имеется в виду? Мы работаем в рамках нормах закона об инвестиционной деятельности. Данный закон дает возможность предприятиям получить государственную преференцию. Государственная преференция – это освобождение от налога на прибыль, налога на имущество. Это большой стимул для инвестиционных проектов. В частности, мы можем сказать, что в данном реестре у нас он достаточно много отраслей захватывает, но большую часть занимают туристические инвестиционные проекты. И я могу отметить наиболее крупные из них. В 2021 году несколько предприятий уже были введены в эксплуатацию, достаточно крупные. В Гагарском районе это «Тотус», который более 80 номеров, и он претендует, так скажем, у нас не существует такой квалификации, но на 4 звезды. Вот, это более 150 койко-мест. Также в Гагарском районе был открыт в 2021 году Garden Resort, более 240 койко-мест, тоже достаточно высокой комфортности. Отель было вложено более 500 миллионов. Я говорю сейчас об инвестициях, которые внес частный капитал. И они внесли эти инвестиции. Наша роль, мы эти проекты освободили от налогов. Налога на прибыль и налога на имущество сроком на 8 лет. Вот. Также и в части Восточной Абхазии по нормам закона предусмотрены меньшие ставки для капиталовложения, чтобы дисбаланс снять, развитие территории, и особенно в туристической сфере. Если у Западной Абхазии, Гагарском районе более развит, там идут ставки от 200 миллионов, допустим, а то в Восточной Абхазии там максимальная ставка 100 миллионов, а на льготных условиях от 15 миллионов всего лишь.
Вот. И у нас тут тоже есть пример, и тоже были введены в эксплуатацию вот Золотое Руно, там более 150 коттеджей, было построено огромный комплекс на 12,5 гектар, благоустроенная территория, и они дальше будут тоже развиваться и расширяться. Еще есть пару предприятий, тоже крупных достаточно. Я назвала только те, у которых там от 200 до 500 миллионов вложений. Это, в Гудауте будет еще один объект строиться, тоже собственные частные инвестиции. И в Цандрипше также был объект Напра, отель Напра. Он увеличил свой номерной фонд вдвое. И тоже в этом году ввел в эксплуатацию, к концу летнего сезона ввел в эксплуатацию новый корпус. Этот закон, он стимулирует, может, не всем известна процедура вхождения, но она достаточно понятная. Инвестиционное агентство консультирует полностью по комплектности и по требованию к документам, которые должны предоставляться. Вам необходимо заявить о своих планах, об объемах инвестиций, подтвердить источник своих инвестиций. Если говорить о безопасности, касаемо Министерства по чрезвычайным ситуациям, мы занимаемся и профилактикой безопасности, и предотвращением чрезвычайных ситуаций, спасением. Значит, 3 основных направления, которые нами охватывается, это пожарная безопасность объектов размещения и посещения туристов, это безопасность людей на водных объектах и безопасность людей на туристических маршрутах. Мы там и в дорожно-транспортных происшествиях участвуем, но вот эти 3 основные, которые я назвал. Значит, здесь спасибо, что на такую площадку нас пригласили, потому что я для себя услышал очень интересные цифры, над которыми мы будем работать в плане планирования безопасности. Если говорить о пожарной безопасности, то в начале курортного сезона, это у нас всегда делается, Государственный пожарный надзор проводит детальные пожарно-технические обследования. Но у нас почему-то 116 объектов, которые мы официально зарегистрированы у нас, и мы посещаем. Если говорить о пожарах, то, значит, 6 случаев пожаров было на объектах размещения туристов. Вот с начала года по сегодняшний день. Основные сейчас нарушения не буду называть, они одни и те же. В основном большие объекты, они более-менее выполняют требования пожарной безопасности, а все остальное немного плачевно. Что касается безопасности людей на водных объектах, значит, с начала года утонуло на водных объектах 13 человек, 10 из них это россияне. На то есть причины. Основное это купание в нетрезвом виде, купание в ночное время, купание в штормовую погоду. То есть вот такие моменты есть. Конечно, есть меры воздействия на это тоже. Есть правила, и, соответственно, раз есть правила, мы в этом году инициировали, значит, дополнение в административный кодекс Республики Абхазия, где статьей предусмотрено, значит, административное воздействие, наложение штрафов, коротко говоря, на тех собственников пляжей, которые не выполняют правила безопасности людей на водных объектах. К сожалению, это у нас вступило в силу почти в конце основного сезона. Мы это не стали применять, но это мы будем применять уже в следующий курортный сезон. Значит, что касается горных дел, горных маршрутов. В этой сфере нужно, по нашему мнению, очень такой масштабный, глобальный, подход. Потому что посещение наших гор происходит хаотично. Оно не регулируется. Не определены
туристические маршруты, не промаркировано это все. Более того, у нас, я не знаю, с Минтуризма здесь есть кто-нибудь или нету, у нас нету вот этих гидов, инструкторов горных. Вот это очень такая проблема. Вот вы представьте, за весь этот сезон у нас зарегистрировалось, да и это тоже не регламентировано законодательством, просто россияне, приходя сюда, 6 туристических групп всего лишь. Ну, надо над этим работать. Было 42 выезда на спасение в горных территориях наших. 17, в общей сложности было 30 спасено, 17 из них россияне, 1 из них погиб. По поводу организационных моментов могу сказать, что мы как предприниматели понимаем, что мало иметь отель, нужно обязательно к нему вспомогательная какая-то деятельность, и иначе туристы приезжать не будут. Это и развлекательный момент, это и комфорт. Это что касается сегодняшнего отключения света. Наши как раз отели эту проблему избежали, потому что у нас везде стоят генераторы дизельные. И отключения в отелях, да, нет, и бесперебойная подача воды тоже есть. Вы говорили о перегрузке в сезонность. Это большая головная боль, потому что все понимают, что нужно вести какое-то межсезонное перераспределение. Все-таки люди должны и в межсезонье тоже приезжать. Чтобы они приезжали, им нужно чем-то заниматься. Ну, в Гаграх у нас... Досуг, это, конечно. Досуг, да, досуг. Да, проблема благоустройства территорий, озеленения территорий, парковой зоны. В Гаграх мы, например, в 2021 году ввели в эксплуатацию аттракционно-парковую зону, колесо, детские аттракционы, детское кафе, пекарни. Все это привлекает все равно семейный бизнес, семейный отдых, на нем может все вытянуться в межсезонье. Хотелось бы нам, когда проводятся форматы подобного рода, в первую очередь послушать ательеров, потому что они дадут подачу серьезных проблемных объектов. Мы часто сталкиваемся с тем, что нас мало слушают, мало слышат. Это ассоциация предприятий Минатома. Мы находимся в контуре Росэнергатома. Вкратце скажу, что за 3 года мы проинвестировали, то есть Росэнергатом – это энергетический дивизион Росатома, который присутствует в Абхазии. За 3-4 года вложенных средств, инвестиций 2,3 миллиарда рублей. То есть все 3 корпуса были полностью отремонтированы. У нас в планах есть строительство, практически уже на проекты изыскательские работы в этом смысле завершены. Потихонечку приступаем уже к строительству 6-этажного лечебного корпуса, где будут по плану установлены МРТ, компьютерный томограф, УЗИ, рентген оборудование. Практически некий аналог водолечебницы Гагрской будет у нас тоже на 2 этажах размещен этого лечебного корпуса. Будет полностью отреставрирован пирс. В первую очередь мы заостряем свое внимание именно на работниках и ветеранах концерна Росэнергатом, которые приезжают к нам. У нас сегодня уже объем по СКЛ, санаторно-курортному лечению, предоставляется на уровне 140-150 миллионов рублей. В целом вся выручка составляет около 350 миллионов рублей годовая. В прошлом году она составляла 270 с лишним. То есть практически рост заметен, при том, что у нас койко-дни не увеличились так сильно по итогам 10 месяцев, можно так сказать. А за счет того, что цены подскочили, мы, конечно, тоже за то, чтобы было формирование прайс-листа на основе динамического подхода, ну и так далее, и так далее. Но вот сталкивались мы с большими проблемами ковида, что серьезно повлияло на результаты. Но если тогда мы имели проблему с отложенным неким спросом у людей, у туристов из России, то в 2020-2021 году прогнозировать что-либо даже в начале года невозможно, потому что глубина продаж по итогам 2022 года она равнялась буквально нескольким дням. Наш турист, который к нам приехал, должен уехать отсюда как минимум здоровым, а желательно еще и довольным, да? Ну вот у нас не всегда это получается. А вот здесь переходим к имиджу.
Значит, я буду тоже не все цифры давать, поскольку времени мало, и сравнивать я буду с 2018 годом, доковидным годом. Потому что 21 год, о котором все говорят, что много народу было, у нас был непоказателен по-другому. И это не только наш абхазские показатели, точно тоже по всей России. Это был единственный год, когда люди мыли руки. И когда они эти руки еще и обрабатывали санитайзером. В 21-м. Поэтому спад кишечных инфекций пошел по всему миру. Поэтому этот год для нас не показательный. Мы возьмем 18-й год и 22-й, соответственно. То есть в 18-м не было никакого ковида, никаких ограничений, человек ехал куда хотел. Так вот, по городу Гагре в 22-м году у нас было 3447 случаев заболевания кишечными инфекциями, а в 2018 году 1114. В 3 раза пошел рост. По городу Гудаута в этом году 1696 случаев, а в 2018 577. Опять-таки наблюдаем рост 3 раза. По поводу ливневок. В Сухуме ливневки, они ремонтируются, во-первых, сами видите, да, когда вскрывают. Вот по имама Шамиля делали, по Абазинской недавно делали. Так вот, когда ливневку открывают, вот эти все незаконные врезки отрезают. И делается очень просто. Берется пена, запенивается труба, хозяин выскакивает тут же. Его искать не надо, потому что у него пошло это все назад. И их переключают в систему хозфекальной канализации. Поэтому по городу Сухум ситуация остается достаточно стабильной. И даже немножечко со снижением против 2018 года. А вот в Гагре у нас поэтому очень большие проблемы. Да, коечный фонд добавляется, строятся и красивые гостиницы, большие и маленькие гостевые дома, с которыми у нас тоже есть проблема, как и у МЧС. И тем не менее, куда они врезаются? В Гаграх проблема с канализацией, в принципе, все это знают, да? И поэтому они врезаются куда ближе, в ливневку. И вот там их оттуда поотключать, это будет колоссальная проблема. Дальше, сельское население. Свои стоки, мусор куда бросаем? В речку. У нас река Беследка по многолетним исследованиям воды на микробное загрязнение напоминает, простите, сточную воду. То же самое с рекой Одзябщ, чего оттуда только не вытаскивали, прости господи. Все ручьи, все малые реки, вот совершенно прав Юрий Родионович, нашим населением верхним, причем это даже не городское население, это сельское население, превращены в сточные каналы. Сфера историко-культурного наследия тоже является очень важной, как и все остальные сферы, но, как вы знаете, вот сейчас много мы говорили об природных объектах, о заповедниках, да. У нас в Абхазии 1535 объектов историко-культурного наследия. Помимо природных заповедников есть историко-культурные заповедники. Их 25. Это заповедники археологические, архитектурные. Действует, к сожалению, 3 заповедника. Это госучреждения. Остальные заповедники практически остались вот так на бумаге, за подписью Владислава Григорьевича Ардзенба. Это вот список сам заповедников. Проблем очень много. Проблем очень много, связаны даже и с этими заповедниками. Есть положительные какие-то моменты. Вот идет реставрация объекта историко-культурного наследия, Накопийская крепость, это Привратная башня. Она реставрируется в данный момент. Вы знаете, там очень большой поток туристов. Тоже является одной из сфер, да, бюджетообразующих. Есть и проблемы, связанные в основном с объектами санаторно-курортной сферы, с гостиницами. Есть проблемы с правовой базой. У нас на самом деле нет статистики, сколько объектов приватизировано, потому что мы не направляли соответствующие, да, письма в районные администрации, потому что сама приватизация, она запрещена гособъектов, государственных объектов, которые являются памятниками. Но мы знаем, что такие примеры есть. Мы не говорим, что это плохо или не говорим, что это хорошо.
В данном законопроекте, который вот прошел, да, первое чтение, там как раз таки говорится о том, что некоторые объекты, вот именно касающиеся государственные объекты, которые вот именно гостиничного, ну, не особо ценные, но являются памятниками и являются вот гостиницами, там, санаториями и так далее. Мы считаем, что эти объекты могут быть приватизированы. Проблема острая по поводу туризма. Наши объекты практически, вот как и объекты природы, они эксплуатируются, но обратной какой-то отдачи этим объектам никакой практически нет. Те же храмы, да, культовые сооружения и так далее, они эксплуатируются, ну, туристами, там приходят туристы и так далее, посещают эти объекты, экскурсоводы и так далее. Вот люди, которые работают в сфере туризма, они зарабатывают деньги, однако никакой копейки, да, вот, никаких средств на реставрацию или консервацию этих объектов, ну, практически не идет. Да, за исключением вот этих заповедников, которые вот действуют. Да. Абхазия, в моем представлении и представлении тех людей, с которыми я контактирую постоянно, Абхазия не должна быть дешевым курортом. Да. Дешевым курортом Абхазия не должна быть, понимаете, в нынешнем. Дорогим курортом. Да, мы ее должны вылизать, вычистить, сделать канализацию, сделать электроэнергию, дороги. Тогда мы только поймем, что это такое. К нам будут приезжать люди, которые не говорят, что 80 рублей стакан соку дорого. А вот как я вот был в Дубае, там 800 рублей стакан соку стоит. И никто не жалуется. Благодарю за ваше время, за ваш вклад. Спасибо, спасибо. Много стало ясно.